Открытая лекция, посвященная крымскому сопротивлению, прошла в Киевском институте международных отношений. О событиях 26 февраля на полуострове студентам, будущим дипломатам рассказывали Рифат Чубаров и Мустафа Джемилев. Детали в сюжете. Это видео датируемое 26 февраля 2014 года. И даже несмотря на то, что все началось гораздо раньше, 26 февраля стало точкой отсчета новой страницы крымской истории. Лекцию начали с документального фильма «Крым. Сопротивление». И многих активистов национального движения лишают родины. Протесты продолжаются. Тревога нарастает. Так, нібито ми були свідками тих подій, але проходить час, все якось трошки з часом все забувається. І коли побачила цей фільм, просто згадала всі ці почуття, наскільки я і моя родина, ми переживали і щиро сподівалися, що окупації не станеться. После просмотра фильма перед студентами выступил Мустафа Джемилев. Я как-то недавно в Париже, Лебронт у меня брали интервью, но я как-то говорю, у меня вообще один смысл жизни остался. Освободить освобожденный Крым. А он говорит, поэтому не торопитесь. Трудно это дело сейчас прогнозировать, через сколько месяцев или через сколько там лет будет освобожден Крым. Сказать точно никто, наверное, не сможет. Вот у меня приезжают постоянно крымские татары, говорят, ну скажи хоть какую-нибудь дату. Там же у нас крымские татары спрашивают, что сказал Мустафа Ага, через сколько лет? Я говорю, вот скажу вам через 3 года, а вдруг через полгода произойдет, как потом я буду выглядеть? У будущих дипломатов немало вопросов к лидеру крымских татар. Як вони оцінюють стратегічні рішення Кримської нашої держави? Питання задавав щодо цієї стенограми РНБО. Рассчитывать на то, что военным путем можно было бы остановить эту агрессию, уже. Но есть такой принцип. Когда на твою страну нападают, не считает численность врагов, а выполняет свой долг. Я, например, считаю, что надо было немедленно начинать военные действия. Интересовала студентов и нынешняя ситуация с крымскими татарами на полуострове и что будет с Меджлисом. Практично забороняють не стільки Меджліс, а скільки саму наявність кримсько-татарського народу на півострові, корінного народу Криму. Меджліс – це не є просто 33 людини, які обираються делегатами Курултаю. Це дуже розгорнута система в Криму. Це тисячі і тисячі людей. Буквально через декілька днів вони не просто заборонюють діяльність, а оголосять її екстремістською. І таким чином тисячі людей будуть підпадати вже під звинувачення в екстремізму. Лекция длилась более часа. Студенты уверяют, им было интересно. Пришли не просто, чтобы прогулять занятия. Наталья Калинка, Эдем Сейдалиев, Заман, АТР.